بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Дорогие друзья, продолжим урок по книге Муаллим Сани. И сегодняшняя тема у нас буквы калкала. Калкала – это сильные колебания звука в месте артикуляции при произнесении одной из 5 букв. Это буква Ко, То, Ба, Джим, Даль, когда та приходит с сукуном. Например, Якутулу. Вот видите, буква Ков с сукуном. Имеет свойство калкала. Якутулу. Ла ятого. Буква То с сукуном. Имеет свойство калкала. Ла ятого. Хаблун. Буква Ба с сукуном имеет свойство калкала. Хаблун. Дальше. Яджалу. Юдхилу. Дальше продолжим. Следующая тема – это маленькие буквы, встречающиеся в Коране. Есть в Коране 3 маленьких буквы. Вот это первое, это алиф, маленький алиф. Вот это второй маленький я. И вот это третий маленький вау. Сейчас читаем примеры. Бисмиллах. Иляхун. Вот после лама стоит маленький алиф. Читается как большой алиф. Иляхун. Тянем на 2 огласовки. Ар-Рахману. После буквы мим стоит маленький алиф. Тянем на 2 огласовки. Ар-Рахману. Лакин. Хаза. Залика. Дасаха. Заккаха. Фасауаха. Уqbaha. Дальше маленький я. Вот это маленький я. Бихи. Хи тянем, потому что после буквы Х стоит буква Я. Биамрихи. Вот маленький я. Бихукмихи. Хазихи. Валия. Вот здесь маленький я с таштидом, поэтому удваиваем. Валия. Валия. Дальше маленький вау. Читаем примеры. Лаху. Тянем, потому что после буквы Х стоит буква вау. Маленький вау. Лаху. Амруху. Тянем на 2 огласовки, потому что здесь стоит маленький вау. Малуху. Также Дауда. Ву тянем, потому что после буквы вау стоит маленький буква вау. Дауда. Ялвуна. Правило. Маленькие буквы вау, я и алиф произносятся так же, как и схожие с ними большие буквы. Вот здесь маленький алиф равно большой алиф, маленький яй равно большой яй и маленький вау равно большой вау. То есть эти буквы мада, когда тянется звук А или И или У. Дальше продолжим. У нас есть еще другие маленькие буквы, которые очень редко встречаются в Коране. Первая это буква Нун, маленький Нун. Вот пример в суре Пророки, аят 88, стоит над Нуном маленький Нун. Это Нун читается وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. Нунджиль му'минин. Дальше маленький син. Маленький син, когда стоит над сод, то сод читаем как син.
Например, «Валлаху якбиду ва ябсуту». Тоже здесь стоит над сод, то сод читаем как син. Например, «Вазадакум фил хальки баста». И когда маленький син стоит внизу, вот, если же маленькая буква син расположена под буквой сод, то это указывает, что чтение буквы сод в этом слове является более распространенным. Вот, например, «Ам индахум хазаину раббика ам хумул мусайтирун». Если буква маленький син над буквой сод, то вместо сода читаем син. А если буква син под буквой сод, то лучше читать сод. На этом урок заканчиваем. Субханак Аллахума бихамдик. Ашхаду ан ла илляха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.